31 января 1896 году родился основатель и первый руководитель ингушской государственности Идрис бей Султанович Зязиков. Идрис Зязиков был первым руководителем Ингушской автономной области. Правда, его собирателя и родителя ингушской земли расстреляли по приказу отца народа. Современная эпоха с ее бурными событиями может быть правильно понята и оценена только на историческом фоне. Только благодаря ему можно установить, кем были наши предки, и как они боролись в интересах своего народа, своей страны, жертвуя порой собственной жизнью. Во все времена в обществе выделялись отдельные личности, которые как будто знали особые секреты, как повести за собой людей, увлечь их своей идеей. Им присуще особое природное обаяние, душевная откровенность, умение широко мыслить. Одной из таких незаурядных личностей среди ингушского народа являлся Идрис бей Султанович Зязиков. Сегодня 129-я годовщина со дня рождения славного и верного сына своего народа и отечества, выдающегося политического деятеля Северного Кавказа. Идрис бей Султанович Зязиков родился 31 января 1896 года в селении Барсуки. Он внес весомую и определенную лепту в историю ингушского народа в первые десятилетия XX века. В свои неполные 30 лет он был уже руководителем Ингушского областного комитета ВКПБ, секретарем Владикавказского бюро Юго-Восточного крайкома партии, органа, осуществляющего координацию деятельности партийных организаций Ингушского округа. Являясь членом крайкома партии и будучи членом Национальной комиссии Краевого комитета ВКПБ на Северном Кавказе, он был активным проводником национальной политики. С ним считались, к его слову прислушивались, и он все делал с чувством присущей ему ответственности. Идрис Зязиков учился в школе, где преподавал его отец, известный в то время педагог, один из первых народных учителей Ингушетии, Бейсултан Мочкиевич Зязиков. Успешно окончив школу, Идрис Зязиков сразу же поступает в училище, находившееся во Владикавказе. Проработав непродолжительное время учителем, он в 18 лет поступает в столичный сельскохозяйственный институт, ныне сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. Ему казалось, что перед ним должны открыться двери в большой неведомый мир. И двери эти открылись, но, к сожалению, не в тот мир, куда манили его благородные мысли, а в мир жестокий, завистливый и бесправный. Время было смутное, тревожное. Шла Первая мировая война. Все вокруг кипело, бурлило. Трудно было сориентироваться, определиться. В этот период Идрис Зязиков много работает над собой, увлеченно читает марксистскую литературу, выступает на собраниях, участвует в дискуссиях. В период своего обучения в стенах Московского сельскохозяйственного института Зязиков заводит связи с революционно настроенной частью студенчества, особенно из числа уроженцев Кавказа, и в частности, со студентами Московского университета абхазцем Ефремом Эшбой, кумыком Улубием Буйнакским, даргинцем Алибеком Тахагади, Юсупом Льяновым, студентом Московского коммерческого института Гапуром Ахриевым и другие. Летом 1917 года Идрис Зязиков возвращается на родину и здесь целиком уходит в общественную работу, активно включается в революционную борьбу на Северном Кавказе. Сельхозинститут он не заканчивает, уходит с 3-го курса, но ему очень пригодились те знания, что он успел получить в стенах данного вуза. И самое главное, Идрис Зязиков прошел хорошую школу политического самообразования, что помогало ему легко ориентироваться в революционной борьбе,
вести пропагандистскую работу среди трудового населения Ингушетии. Он стал хорошим оратором, часто выступал на митингах и собраниях, и речи его находили веру и поддержку у широких масс населения. Идрис Зязиков становится членом Ингушского национального совета. В 1918 году он вступает в члены ВКПБ, становится одним из активных организаторов создания Ингушской партийной организации, работает в Терском областном народном совете в качестве инструктора. В августе этого же года он принимает участие в подавлении белогвардейского восстания во Владикавказе. Много сил и энергии он отдает разгрому бичераховских банд. В период Деникинщины Идрис Зязиков работает вместе с Серго Орджоникидзе и другими руководителями Терской и Северокавказской организации Компартии, сперва в Горной Ингушетии, а затем в Подполье и в Плоскостной, где он становится секретарем комсомольской организации, работая среди ингушских трудовых масс. Талант Идриса Зязикова, как истинного революционера, подлинного интернационалиста, человека и гражданина, особенно ярко проявился в годы, когда он возглавлял партийную организацию всей Ингушетии. Он читал лекции и проводил практические занятия по темам «Национальный вопрос», «Международное положение», роль и значение ингушской организации РКПБ в перестройке общественного быта Ингушетии, партийная работа в деревне. Много внимания Идрис Зязиков уделял воспитанию молодых кадров, терпеливо и настойчиво учил тогдашних комсомольцев партийной грамоте, умению работать, общаться с массами и с максимальной отдачей трудиться на благо своего народа. Идрис Зязиков не обходил своим вниманием и детей. Он часто бывал и в школах, дружил с пионерами. Он был доступен каждому, кто хотел его видеть. К нему приходили десятки, сотни людей со своими неотложными делами. Ему писали письма со всех уголков Ингушетии, и он при всей своей занятости старался найти время и слово для каждого письма и для каждого из посетителей. Отрадным событием в жизни Идриса Зязикова явилась его женитьба на дочери царского полковника Ярыча Хантыгова. Многие считали, что Идрис поступил опрометчиво и необдуманно, взяв в жены дочь врага советской власти, но его мало волновали эти пересуды. Идриса Зязикова считали одним из сильных специалистов по проблемам межнациональных отношений Северо-Кавказского края. Он был чуть ли не штатным членом Национальной комиссии Краевого комитета партии, участвовал во многих спорных вопросах и компетентно разрешал их. Были и те, кому в Идрисе не нравились его образованность, честность, бесстрашие, принципиальность. Враги ингушского народа видели в нем своего непоколебимого противника. Особенно они почувствовали это, когда был поднят вопрос о передаче столицы Владикавказ Северной Осетии. Первый удар на семью Зязиковых обрушился в 1919 году. Его обвинили в ограблении Серго Орджоникидзе. Это была неприкрытая, грязная клевета. Но тень была брошена, и Идрису пришлось доказывать свою непричастность к этой дикой акции. Недолго торжествовали победу его недруги. Зязиков не сломался, устоял. Он обратился с заявлением в Кавказский краевой комитет ВКПБ, требуя изучения и пересмотра своего дела, так как виновным себя не считал. Создается комиссия, которая после тщательного изучения сути дела однозначно заявляет о невиновности Идриса Зязикова. Через несколько лет, а именно в 1929 году, во время очередной чистки рядов партии его недруги предприняли новую попытку убрать его с арены политической и общественной жизни Ингушетии, только на этот раз никто их не поддержал. Однако злоключения Идриса Бейсултановича на этом не закончились. Впереди его ждали еще более нелепые обвинения, которые в конечном итоге привели его к насильственной смерти.
Идрис Зязиков не устраивал отдельных высокопоставленных лиц Северо-Кавказского региона. Он был не нужен, он мешал. И его устраняют, освобождают от должности секретаря Ингушского обкома партии. На этот раз нашелся благовидный предлог. Его направляют на курсы марксизма при ЦК ВКПБ. А немного позже против Идриса Зязикова выдвигается неслыханное, дикое по своей сути обвинение в организации подпольной буржуазно-националистической организации, ставившей задачу отторжения от СССР Чечни, Ингушетии и создания Северо-Кавказской Федерации под протекторатом иностранного государства. И с этой целью проводившей вредительскую деятельность во всех отраслях народного хозяйства и культурного строительства, чтобы вызвать недовольство народа. Идриса Зязикова арестовывают. Его допросы и пытки продолжались несколько месяцев. Зверски избитый палачами, он умирает в тюремной камере, с последними словами на устах, обращенными к заключенному из соседней камеры: «Хасан, ты знаешь, в чем смысл жизни?» Его не стало. Но память о нем жива и будет жить вечно. Идрис Зязиков служил советской власти и искренне верил ей. Он пронес эту веру до последнего часа своей недолгой жизни. Он являлся личностью, сочетавшей в себе мудрость политика, глубокий талант организатора и в то же время человеческую простоту, скромность и личное обаяние.